Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Какое бы место нам выбрать для съемок программы «На кухне ум», где бы профессиональный повар раскрыл для нас рецепт приготовления вкусного блюда, а потом мы с дегустаторами отведали бы это блюдо и рассказали нашим уважаемым телезрителям, вкусно это или нет. Ну что ж, попытаем судьбу, и будет это вот здесь. Это уникальный, подобных которому нет во всей России, ресторан «Глобус». Добрый день. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ой, как у вас красиво. Какой красивый аквариум. Это еще не самый большой наверху находится у нас. Да? А что это за рыбки? Эти у нас пираньи называются, рыбы. Они плывут косяками. Наверху еще разные рыбы у нас красивые. Да? Пожалуйста, проходите, Ну посмотрите. что ж, тогда пойдем посмотрим. На самом деле очень красивый дизайн. Мне очень интересно посмотреть, как находится все внутри. Особенно мне интересно посмотреть на рыбок, потому что их здесь большое множество, я так понимаю, да? Да, конечно. Мы Да, рады пойдемте всегда всех посмотрим. встречать. Ух ты, как красиво! Это, по-моему, самый большой Самый большой аквариум у нас, получается, да? да. А здесь какие рыбки? Здесь разные рыбы. Это Пираньи, в основном- акулы, золотые рыбы, Это морские. морские, да? Морские рыбы все. Да. Я слышал, что аквариум, он расслабляет и успокаивает. И, видимо, именно для посетителей это было как-то предусмотрено так, Да, да? конечно. Чтобы посетить. Надо люди, чтобы не только кушали, а и отдыхали, смотрели рыб, успокаивающий такой у нас вид. Ну, одно удовольствие здесь покушать, да? Да, конечно. Мы все равно еще посмотрим, потому что здесь очень красиво. Пожалуйста. А что это за рыбки? Посмотрите, какие они красивые. Это у нас золотые губастики, очень интересные, красивые рыбы. Смотрите, какие они любопытные. Вот буквально за считанные секунды они вот так вот все... Как персонал, они тоже гостеприимные, видите, Да. как. Как персонал гостеприимный. Так что встретит вас здесь с удовольствием и с радостью. Так, здесь у нас панорама с видом на город. Здесь виден красивый мечеть нашей именем Ахмад Хаджи Кадырова. Плюс у нас высотки здесь очень ночью красиво видно. Прекрасный вид, Прекрасный очень вид, да. красиво. Но сейчас мы находимся, я так понимаю, на третьем, На третьем этаже, этаже, да? У нас еще 4-й этаж, как бы купол. Сейчас поднимемся, тоже посмотрим там.
Пожалуйста, вот смотрите, это наш 4-й этаж. Ага. Вот это наша сцена. Очень Здесь красиво. каждые выходные у нас проходят программы, певцы проходят, песни поют. Так, Очень красиво. естественно, у нас сцена доступна для всех. Да. Любой человек может прийти с семьей, отдыхать. У нас проходят свадьбы, день рождения, мероприятия. Ну а сколько людей вмещает вот этот У зал? нас обе этажа 250 человек помещаем. Безумно красивая панорама вокруг. Большое удовольствие не только просто здесь покушать, а можно просто прийти даже насладиться и вот такими красивыми картинами, которые у нас на самом деле город красивый. Можно с удовольствием смотреть и, конечно же, ужинать или обедать. Итак, Самир, мы разобрались, что отсюда открывается великолепная панорама, интерьер просто замечательный, аквариум, рыбки, все просто изумительно. Самое главное, доступные цены. А что касается кухни, какая кухня у вас тут? Естественно, чеченские, кавказские, европейские, азербайджанская кухня. У нас специальные повара, привезенные с Баку, с Европы. Нас готовят очень вкусно. Очень вкусно? Очень-очень вкусно. Сейчас вы сами убедитесь об этом, посмотрите. Да, вот я бы очень хотела убедиться и рассказать нашим уважаемым телезрителям, вкусно ли готовят в ресторане «Глобус». Есть у нас такая возможность? Конечно, есть. Ну что ж, тогда я отправляюсь, как всегда, на кухню, где и произойдет весь этот интересный процесс приготовления фирменного блюда от ресторана «Глобус». Так, вот наша кухня. Наш шеф-повар Акраманов Тельман. Так, очень приятно. Он сегодня будет нам готовить фирменное блюдо «Глобус» с мясом и с рыбой. Он на русском не будет разговаривать, у него переводчик будет Алик. Пожалуйста. Теперь я думаю, что у нас все есть для того, чтобы начать, наконец-таки, процесс приготовления, да? Да, конечно. Ну что ж, я иду за стол, соответственно, где мое место. Самир, большое тебе спасибо. Встретимся с тобой в конце программы, где уже с дегустаторами мы будем пробовать это замечательное блюдо от шеф-повара ресторана «Глобус» Тельмана Акраманова. Ну что ж, приступим тогда. Тельман, очень рада с тобой познакомиться. Меня зовут Тамила. Давайте тогда начнем приготовление блюда. Что нам нужно для того, чтобы приготовить это блюдо? Берем кусок мяса, отбиваем. Берем кусок мяса и отбиваем. Используем пакетики такие, да? Пищевой пакет называется. Так. Мясо должно быть тонким. Да, он должен быть тонким. Что дальше? Мясо готово. Отбили его очень тонко. Так, посмотрите. Соль, перец добавляем. Соль, перец обязательно. Но прежде чем мы будем это добавлять, я хочу показать уважаемым зрителям, что на самом деле отбивное мясо оно должно быть вот такой вот по толщине, очень тонкое, но из-за того, что здесь пищевая пленка такая, его очень удобно брать в руки и вот так вот, соответственно, потом дальше мы будем, видимо, его скручивать, да, или что мы будем дальше делать? Честно говоря, сейчас будем овощи ставить внутрь. Овощи, да? Ага. Чтобы его потом обратно закрыть. Ага, все, спасибо. Перчим. Да. Используем мы обязательно такое приспособление. Здесь на самом деле смесь 5 перцев, и вот таким вот ручным приспособлением это все вот так вот прокручивается, и перец получается на самом деле ароматнее, даже ведь? Ну, как я знаю, вообще в Баку очень любят готовить. И вот расскажите мне, пожалуйста, какие самые вкусные блюда там бывают? Садж в основном идет. Потом пити есть соус такой, у нас очень вкусный. И плов. В основном самая вкусная еда. Овощи у него готовы есть. Ага. Вот.
Наоборот, сюда. Добавляем Оливковое оливковое масло, да? да? Оливковое масло. А внутри там язык, там грибы жареные, там еще лук и говядина и курица. А вот такая вот начинка. Но ее обязательно нужно подогревать, да? Теплую надо, походу, давать. İçine yoğurma. Сейчас добавляем внутрь, как получается. Böyle yoğurup ki bırakır şey kalsın. Yapıştırmama bırakır. Мы его так собираем, чтобы края остались, потому что когда его закрывали, удобно было бы как-то. Сейчас сверху сыр голландский, чтобы она быстро растаяла. Тонко нарезает. И выкладываем это, да? Да. Тельман, а вот вы давно работаете поваром? Уже 10 лет почти. Нравится вам эта профессия? Очень нравится ему. Да. Çevirme. Да, сейчас он закрывает как бы. Так, вот с помощью опять-таки этого пакетика смотрите внимательно. И вот И он его Так раскручивает, как бы получается. Сейчас. Вот. так это такой получается чебурек, да? С начинкой. Мясной, да? Да, мясной чебурек. Очень Var красиво. mı şöyle? Все еще впереди у нас. Да вы что? Все интересное впереди. Да. Сейчас отбиваем, как бы получается. Края, да? Да, чтобы они прилепились друг к другу. А, Сейчас закрутили мясом, сейчас добавляем Kırmızı perec. красный перец, берем красный перец. чтобы она хорошо пожарилась, такая сочная, красная была бы. Götürür yağın alıyor. Сейчас берем сковородку, добавляем туда масло. Масло опять оливковое мы Да, используем, да? конечно, обязательно. Она дает очень вкусный аромат. Вот И посмотрите, цвет как как это выглядит меняется. все. Вот. Берем это да. мясо очень аккуратно. И Вкладываем его с одной- 5 dakika, 5 dakika yani pişmez. ну, 5 минут она будет жариться с одной стороны и 5 минут как бы с другой стороны. так, периодически надо его вот так вот, чтобы он не пригорел, да, на сковороде. Пока pişince начинкası güzel. Пока она готовится, мы сейчас будем делать начинку сверху. То, что сверху у нас будет, Да, да? сверху что будет у нас. Так, ну, я здесь стою, ничего не делаю, а можно я порежу? Помогите тогда, вот, пожалуйста. петрушку? Можно, Да, да? тонко-тонко, пожалуйста. Помidorı doğrayırsan ağzına. Берем черри помидор, нарезаем его тонко-тонко. Кружочками, честно говоря. Хорошо. Какие вот блюда в основном заказывают у вас тут? Biraz mı? Hamısı yeməklərdən gedir. В основном рыбные заказывают. У нас очень вкусное рыбное блюдо есть. Şavablar И gedir. еще плюс шашлыки у нас вкусно как бы готовят, и они как бы часто у нас заказывают. И в основном мясо, честно говоря. Вот мы сейчас как бы перевернули мясо. Одна сторона готова, сейчас вторую как бы готовят. Понятно. Buna gedir şey, Сейчас куриное филе, Ага. bu şeyində она уже жареная, как бы на своем соусе, она приготовлена. Ага. Разные там, как его, перцы разные, там, соли, ну, Со специями. Да, со специями, да. biraz hazırdır. Она уже готова. Готово уже, Да, да? да, да, пожаренная уже с двух сторон. Посмотрите, как у нас все быстро происходит тут. Все очень Вот сейчас интересно. берем помидоры черри, Так. сверху как бы вкладываем его. Pomidor qoyulandan sonra soğuklar qoyulur. Как поставили помидоры сверху, потом сбоку как бы ставим эти, как его, филе куриное, жареное. Уже готовое филе Да, у нас, готовое, которое да. есть. Ага. Saxladı. Сейчас сыр голландский берем, Вот голландский сыр. грамм 50 где-то, да? Pendiri dökəndən sonra Как сыр на него поставили, duxovkaya qoyacaq. сейчас мы ставим будем его в духовку. Qarnirdəki отдельно pis qoyacaq. И гарнир как бы отдельно будет рис. Рисковый, да? Берем воды, чуть-чуть добавляем в лист, чтобы это все как бы не пожарилось бы, Не пригорело, не да? пригорело бы, да. И как бы голландский, Altında bayarmayın. и плюс к этому голландский сыр должен растаять. Хорошо. А какая температура должна быть? Его поставили на 180 градусов. Сейчас нужно обязательно внимательно наблюдать за всем процессом приготовления.
Так, тем временем Тельман берет, значит, у нас листья салата и вот так вот это все интересно, красиво украшает. А потом мы сюда положим вот это наше блюдо под названием как? Мясной глобус. Мясной глобус. Вот так вот у нас все это прекрасно, От интересно. шеф-повара, кстати. Да, от нашего шеф-повара, который сегодня старательно все для нас вот так вот делает и готовит. А вот часто бывают в этом заведении банкеты, свадьбы, мероприятия разные. Да, бывает. Но когда у нас банкеты бывают, наш шеф-повар Тельман всегда все так вкусно готовит, что эти люди, которые сидят на банкетах, они уже забывают в других местах, сразу к нам, как бы, следующий день сразу к нам. Не сложно бывает работать на такую большую массу людей? Ну, успевает, у него помощники есть, конечно же. Все. У него уже там почти готово. Да, пора вынимать наше мясо, наш вот этот мясной глобус. Итак, мясной глобус у нас готов. А следующее блюдо будет... Рыбный глобус, очень вкусный. Берем рыбу осетрина, ставим в сковородку, чтобы она согрелась бы. Берем оливковое масло. Сперва жарим как бы эту рыбу. Выкладываем это, да? У нас вода или все креветки Плюс к этому, когда эта рыба жарится, мы добавляем туда креветки. Эти Несколько креветок, да? 3 штуки. Эти креветки называются тигровые. А эти креветки в конце как бы для украшения его ставят, как бы она главную роль играет в этом блюде. На своем соусе он готовит что-то помидоры как бы. И вкус и как бы соль там, все, соус у него как бы там на своем как бы соку он готовит его. Это немножко должно прожариться, да? Ну да. Берем помидоры как украшение, ставим сбоку. Украшение и yemeği И можно его покушать как бы. У него же готовые грибы жареные, шампиньоны с луком. И плюс к этому добавлено там куриное филе, грудинка, честно говоря. Pendir голландский. И голландский сыр. Ага, все понятно. Так. И как бы ставим по бокам его как бы. Şuralar çizeydi, ondan sonra yazmaz. Так. И как бы посередине тоже. То есть вот так вот интересно все это выкладываем, да? Ага, да. У нас же готовые есть картошка и баклажаны как бы. Это прожарили? Да, да, уже тонко нарезанная, как бы приготовленная, уже пожаренная, в сливочном масле тоже. И ставим как бы на помидор и как бы на этот жареные грибы. Делаем такую небольшую конструкцию. Да. Вот, Строим. смотрите, какая прелесть. Уже koyduğumunu yığırsan Послойно ставим как бы сверху. Сейчас как бы добавляем вот это приправы. Красный перец в основном называется. Ставим рыбы. А это блюдо, вообще рецепт приготовления, откуда вы взяли? özünden fikir. Он сам это же придумал. Да ты что? Да, спал, во сне увидел и вот приготовил. У поваров, видимо, такое бывает, да? Сейчас будем ставить как баклажаны сверху. Ola asatrin de olar, şom da olar falan. И можно как бы из осетрины приготовить, как мы сейчас готовим. И можно как бы из семги. Смотря какой заказ. Берем голландский сыр, через терку как бы пропускаем его, чтобы сверху как бы высыпать его. Очень интересно. Krevetkaşını yığırsan, krevetkalar vurursan. Сейчас берем как бы креветки, вот самые интересные, как получается. Да. И вот так аккуратненько все это вот Sonra dуховkaya vurursan. строим. Сейчас ставим его как бы в духовку. Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть, чтобы этот сыр как бы чуть-чуть растаял, и она взяла бы свою Yığırsan, вид и как бы теплый был бы, в горячем Давайте, виде. Как бы. духовку. На сколько минут это получается? pet. Минут на 5. Все, хорошо.
какая красота. Такая красота. Да. Первый раз такую вещь готовят. В смысле, так красиво очень. Ага. Granatı dökülüyor. Берем гранаты, как бы Karıştırıp ona granat gayri tat verir. сейчас сверху посыпаем эти гранаты. Как бы украшение, вид дает, декорация и вкус очень. Değil mi? Biz ağzımıza. И все готово. Посмотрите, какие красивые блюда получились у нас. Блюда сегодня от шеф-повара ресторана «Глобус» от Тельмана Акраманова. А блюдо называется «Мясной глобус» и «Рыбный глобус». Вот так вот это красиво выглядит, и все просто у нас замечательно. А теперь, наверное, осталось только... Попробовать, да, и пробовать мы будем, соответственно, в зале, этот замечательный красивый зал. Ну, а тебе, Тельман, большое спасибо за то, что сегодня ты показал нашим уважаемым друзьям, как можно приготовить вот эти замечательные блюда. А те, кто не успел сейчас посмотреть за всем процессом приготовления вот этих замечательных блюд, я хочу вам сказать, что для приготовления мясного блюда, мясного глобуса, мы использовали мясо, и вот мы его отбили так тщательно. Начинку туда добавили, значит, фарш, у нас немного лука пережаренного с языком говяжьим вареным. И вот это все завернули. Завернули мы таким образом, как мы заворачиваем обыкновенные наши чебуреки. И вот так вот красиво все это пережарили, буквально 5 минут, потому что мясо очень тонкое. И потом сверху вот красиво это украсили, поставили в духовочку. Сыр расплавился, получилось все это тоже вот так вот аппетитно. И на гарнир мы использовали здесь рис. И, конечно же, соус. Вот так вот прекрасно Тельман все это украсил. Очень оригинально, очень красиво. Молодец, спасибо большое. И второе блюдо. Значит, второе блюдо под названием у нас «Рыбный глобус». Посмотрите, как это красиво. Я не знаю, какие слова можно использовать, потому что достаточно просто посмотреть и сказать, что это восхитительно. И, конечно же, все это аппетитно выглядит. В очередной раз большое спасибо. Думаю, что сейчас нам осталось только это продегустировать и сказать нашим уважаемым друзьям, вкусно это или нет, потому что это один из самых важных моментов в нашей программе. Что ж, отправляемся с этими блюдами в зал? Да. Красиво мы накрыли стол, и уже с минуты на минуту к нам придут гости. Самира, а где наши гости? Сейчас я их встречу. Добро пожаловать, девушки. Пожалуйста, проходите к столу. Ваймар, что хорошо? Наши долгожданные дегустаторы пришли. Девочки, присаживайтесь, садитесь. Итак, уважаемые друзья, сегодня у нас в гостях молодые начинающие певицы. В первую очередь Айза Петмат, тоже замечательный голос у нее, Зули и Амина. Итак, девочки, я позвала вас сюда для того, чтобы вы продегустировали сегодня блюдо от нашего шеф-повара ресторана «Глобус» под названием, значит, мясной глобус, также рыбный глобус. И сегодня нам предстоит, девочки, попробовать это и передать уважаемым телезрителям, вкусно ли это или нет на самом деле. Ну что ж, спасибо. Начнем дегустацию. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Давайте, девочки, попробуем и отведаем вот эти замечательные блюда. Давайте, приступайте. Как это вкусно, сочетание вот этих прожаренных овощей вот с этими грибами.
Очень вкусно, просто безумно вкусно. Восхитительный вкус. Петмет, а тебе как? Понравилось? Да, мне очень нравится сочетание мяса с сыром. Очень прекрасно. Айза, а тебе как понравилось? Да, мне очень понравились грибы. Надо взять рецепт у шеф-повара, чтобы дома приготовить для мамы. Очень оригинальное блюдо и очень красиво оформлено оно. Видно, что готовил профессионал своего дела. Ну, больше всего мне нравится этот ресторан. Мне всегда нравились рыбки, тут аквариумы очень красивые. Ну, и такой интерьер дает повод насладиться этим блюдом. Я с тобой согласна. Тут действительно очень красиво, в такой вот красоте. Тем более кушать вот это вкусное блюдо – это особое удовольствие. Думаю, что вам это понравилось, да же ведь? В общем, что мы можем сказать насчет этих блюд? Какую мы можем дать оценку этому шеф-повару? Самую высокую. Отлично. Очень вкусно, очень. Прекрасно, мне понравилось. Мне тоже все очень понравилось, красиво украшено, сочетание рыбы. Мне, в общем, все понравилось. Ну что же, так что сегодня мы ставим шеф-повару ресторана «Глобус» оценку 5, да? Девочки, но это еще не все. Сейчас я хотела бы, чтобы вы для наших уважаемых зрителей спели какую-нибудь песню из вашего репертуара. بسنة بالتسقيتا سونا حبرجي نور ليبا لم نشكح شودا نشسانا صدقنا ديك حاس سونا بيسا خزينارك إيحا عرجا برقشدو سيغا داغر ديتي نارك حابي زما أصدو خبر خزاد لوشبو حبي زيتا خوشبو حايرس خلاحي زريرك إرسي خلاي خريو حايرس خلاحي زريرك إرسي خلاي خريو متنا مقينبو كورت حفظ خوشبو ديق الخلاي خريرك آخر جنك خير مايو ديق الخلاي خريرك آخر جنك خير مايو أيدا الله شيري ضحكي ما ضحك الله يقدق حليلا شبات عقاخي يستماخي طلع يقدق حليلا شبات عقاخي يستماخي طلع. Девочки, вы все замечательно поете. Думаю, что у вас прекрасное будущее. Старайтесь. Постоянно нужно прогрессировать и учиться, еще раз учиться. Ну что же, наша программа подошла к концу. Хочется сказать всем большое спасибо за то, что сегодня вы попробовали вот это замечательное блюдо, а также спели для нас вот эти замечательные песни. Думаю, что наши зрители сегодня остались довольны. Спасибо и вам, Тамила, что пригласили нас. Мы всегда рады вас видеть. И нам очень понравилось все. Ну а вам, уважаемые друзья, хочется сказать, чтобы вы всегда оставались с нами на нашей кухне, где бывает только все самое вкусное и, конечно же, полезное. Для приготовления блюда «Мясной глобус» необходимы следующие продукты. Говяжья мякоть, куриное филе, помидоры, жареный фарш с грибами, оливковое масло, сыр голландский, соль и перец по вкусу,
Для приготовления блюда «Рыбный глобус» необходимы следующие продукты: рыба, картофель, баклажаны, креветки, помидоры, сыр голландский, жареный фарш с грибами, соль и перец по вкусу. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 995 808 92 60. Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Так. А это название как этих рыб, я не знаю. Я не знаю, золотая рыбка что-нибудь. Нет. Басики, походу. Куда улана, куда улана. На Google посмотрим. Чтобы она как бы, рыба не сахлебнена, останови. Второе наше блюдо будет мясной, рыбный. Еще раз. Алла глобус тынен, да? Так. Спасибо. Все, Приятного пойдемте. аппетита. Давайте приступим. Нормально. Ничего, если мы тебе не мешаем? Не мешаем мы тебе? Хорошо. Спасибо.